Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. В Ашхабаде прошел крупный международный форум высокого уровня. В городе Аркадак состоялся 6-й Венский бал. Ряд иностранных граждан наградили памятным знаком Туркменистана к 300-летию Махтум-Кули и другие новости. В четверг в Ашхабаде состоялись переговоры между президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. В ходе переговоров обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах, включая энергетику, транспорт, логистику и культурно-гуманитарное взаимодействие. Особое внимание было уделено развитию экономических связей и реализации совместных проектов, таких как газопровод Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, Китай. По окончании переговоров главы государств подписали ряд соглашений, направленных на дальнейшее укрепление стратегического партнерства. В столице Туркменистана состоялась торжественная церемония открытия реконструированного проекта, названного в честь известного немецкого кардиохирурга профессора Ханса Майснера. Мероприятие прошло в рамках празднования Дня работников здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана. Проспект, ранее известный как улица номер 1970, ведет от Арчибиль-Шаюлы до Международного кардиологического центра. Вдоль него расположены современные медицинские учреждения, включая центры лечения болезней органов головы и шеи, глазных болезней, неврологии, эндокринологии и хирургии, а также онкологические и стоматологические центры. В новом умном туркменском городе Аркадак прошел 6-й Венский бал. Почетным гостем мероприятия выступил председатель Халк-Маслахаты. В своей приветственной речи Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул особое место отношений с Австрией во внешней политике Туркменистана и важность подобных культурных мероприятий для укрепления дружественных связей между двумя странами. Национальный лидер туркменского народа также поблагодарил главу австрийско-туркменского общества госпожу Неду Бергер за заслуги в развитии дружественных отношений между странами и организацию данного культурного мероприятия. Сегодня в Ашхабаде в здании Торгово-промышленной палаты Туркменистана прошла международная конференция «Взаимосвязь времен и цивилизации. Основа мира и развития», которая организована в рамках большой программы празднования 300-летнего юбилея великого туркменского поэта и философа Махтум-Кули Фраги. Форум прошел под председательством президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Президент России Владимир Путин принял участие в международном форуме в Ашхабаде, приуроченном к 300-летию Махтум-Кули Фраги. В своем выступлении российский лидер подчеркнул актуальность творческого наследия Махтум-Кули в современном мире. Путин отметил, что Махтум-Кули Фраги по праву считается великим гуманистом и основоположником туркменской поэзии и литературы. Президент России подчеркнул уникальный поэтический стиль Махтум-Кули, его способность выражать мысли кратко, но емко и афористично. Многие изречения поэта стали крылатыми фразами, пословицами и поговорками. Президент Путин также рассказал о связи Махтум-Кули с Россией, упомянув, что поэт долгое время жил недалеко от Астрахани, где до сих пор проживает туркменская диаспора. Путин отметил открытие школы имени Махтум-Кули в селе Фунтово в 2019 году, установку памятнику поэта в Астрахани и торжественное открытие его бюста в Москве в сентябре этого года. Председатель австрийско-туркменского общества, главный редактор туркменско-австрийского журнала «Галкыныш» Неда Бергер удостоена юбилейной медали Туркменистана к 300-летию Махтум-Кули Фраги. Церемония награждения состоялась в Туркменском государственном университете имени Махтум-Кули Фраги. Наград удостоились граждане зарубежных стран, внесшие значительный вклад в изучение, сохранение и популяризацию творческого наследия основоположника туркменской поэзии Махтум-Кули. Туркменпортал присоединяется к поздравлениям и выражает искреннюю радость за достижения Неды Бергер, чей вклад в развитие культурных и дружеских связей между Туркменистаном и Австрией неоценим. Председатель Халк-Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с президентом Армении Ваагном Хачатуряном. В ходе переговоров стороны обсудили ключевые аспекты двусторонних отношений и наметили пути дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами. В ходе беседы был отмечен традиционно дружественный характер межгосударственного диалога, основанного на принципах взаимного уважения и доверия. Особое внимание было уделено перспективам расширения экономического партнерства, в частности в сферах торговли, энергетики, транспорта и коммуникаций. Tesla представила в Голливуде свое инновационное творение роботакси Киберкап. Это полностью автономное транспортное средство, лишенное традиционных элементов управления, таких как руль и педали. Киберкап поражает своим аэродинамичным кузовом и дверями типа бабочка, обеспечивающими удобную посадку. Отсутствие боковых зеркал и заднего стекла подчеркивает его ультрасовременный облик. Внутри салона пассажиров встречает просторное двухместное пространство с большим центральным дисплеем, служащим
новым информационно-развлекательным хабом. Илон Маск анонсировал начало серийного производства Киберкап уже в 2026 году. Приобрести роботакси можно будет по цене ниже $30 тысяч. Лондонский центр передовой косметической и пластической хирургии лица провел исследование, определив самых привлекательных знаменитых мужчин с научной точки зрения. Методология исследования основана на древнегреческом понятии «золотого сечения». Первое место в рейтинге занял актер Аарон Тейлор Джонсон, чьи черты лица на 93% соответствуют идеальным пропорциям. Второе место досталось Люсьену Лависконту. Замыкает тройку лидеров Поль Мескаль. В небольшом французском городе Дарнеталь прошла уникальная экологическая акция. Местные власти предложили жителям обменять собранные с улиц окурки на вкусный мед от местных пчеловодов. Участникам акции предлагалось заполнить 1,5-литровую бутылку окурками, за что они получали в награду горшочек натурального меда. Эта инициатива была направлена на борьбу с серьезной проблемой загрязнения городских улиц. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.